Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Александр Лысак. Итак, гость программы Эдуард Новиков, режиссер фильма «Царь-птица», обладателя гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля. Эдуард, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию, нашли время. Во-первых, поздравляем, естественно, вас с победой, с высокой наградой. Спасибо. Вы говорите, что совсем не ожидали главного приза фестиваля, но, как оказалось, дорога вот к этой награде, к Золотому Георгию, была долгой, нельзя сказать, что уж совсем легкой. Попытка экранизации фильма «Царь-птица» была еще в 90-е годы, и вы были тогда оператором. Расскажите вот о предыстории. Еще раз здравствуйте. Как Семен Ермолаев рассказывал, что они хотели этот рассказ экранизировать с Эльдеем Ивановым. У них там просто технология там в это время не очень развита была, поэтому они как-то, им не удалось этот фильм, этот рассказ экранизировать. Когда я вот первый раз прочитал этот рассказ, мне сразу понравился. Я остановился из-за того, что вот орла где найти, вообще как снять, вот такое было. Поэтому сразу, почитав, конечно, понравился рассказ, но на какое-то время вот откладывал. И вот как раз в 2015 году, когда у нас в Сахафильме руководство поменялось, Дмитрий Васильевич Шадрин у нас появился, наш новый руководитель, и ему рассказал, что я хочу вот этот рассказ снять как фильм, и он поддержал. Вроде бы какая-то авантюрная была, и все-таки это орел. И, хорошо, что он поддержал, и мы, конечно, сначала хотели настоящего орла в зоопарке Ортодойду ходили, там 2 орла были, и хотели привлечь этих орлов. Так как это орлы были дикие, они, нам разрешение дали снимать только внутри этого зоопарка, вольера. И мы отказались от этого, потом как-то через друзей нашли Беркутчи в Киргизстане, село Баканбаево, Талгара нашли, который занимается охотой с орлами. И с ними поговорили, очень хороший человек оказался. Хотели к нам, хотели, чтобы он со своим орлом прилетел к нам. Там документами, оказывается, очень сложно получилось, поэтому мы сами с оператором Семеном Аманатом вдвоем поехали в село Баканбаево в Киргизстане, Томский район. И там же на месте сняли. После Московского кинофестиваля многие критики, разбирая конкурсные работы, говоря о том, что о том или ином фильме победители в различных номинациях указывают на некоторые, мягко говоря, шероховатости, может, слабые стороны. А о «Царь-птице» все исключительно в восторженных тонах говорили. Все говорили, какой прекрасный фильм, что он не относится ни к западному, ни к европейскому кино, все берет из своих корней. Почему так, как вы думаете? Конечно, сам удивляюсь, что такого, что... сама история, она очень, интересная история, сам рассказ со мной состарившийся лестница Василия Васильевича Яковлева, очень интересная. Плюс к этому наш драматург Семен Ермолаев, Сенекер, и он уже считает это литературное произведение. Этот рассказ, литературное произведение, он это все перенес в киноязык, можно сказать, да? Удачно сделал, и мы все с нашей командой, съемочной командой, все ребята над этим, все с радостью поработали, и все, результат нашей команды, фильм вышел, можно сказать. Смотрите, те же критики, анализируя фильм, видят в нем каждый свое, кто-то религиозный подтекст, кто-то философский, некоторые даже политический. На ваш взгляд, какой смысл вкладывал в рассказ сам автор, а какой смысл в фильм уже вкладывали вы? Конечно, в рассказе чуть-чуть акцент другой был, да. Там больше, конечно, в сторону лиственница была, да. А так, конечно, Семен Ермолаев, он все-таки, когда написал сценарий, там акцент чуть-чуть
сторону вот и религиозности поставил. И сам, конечно, я сам тоже вот в эту сторону работали. А так, когда вот люди, посмотревшие люди, там всякие разные, вот, ну, разные, вот, да, поверхностные даже, вот, и политический какой-то вот, да, взгляд посмотрели, и философский, да, вот, нет. А так я сам лично вот именно вот в сторону нашей вот религии, веры, можно так, над этим работать. На пресс-конференции продюсеры и артисты говорили о различных знаках судьбы во время работы над фильмом. Вы сами вот верите вот в различные знамения и вообще вы верующий человек? Вы говорите, что вкладывали, по большей части пытались повернуть аспект фильма в сторону религиозности. Да. Ага. Ну, конечно, разные вот знаки, знамения были, потому что там не сказать, что да, вот этот проект очень все вот снимаюсь, вот куча денег, такого не было, конечно. Это очень сложно было, даже я когда вот первый раз начинал этот проект, ну, к разным продюсерам подходил со своей идеей. Ну, вот у меня вот такая идея. Ну, все говорили, это как-то слишком авторское кино, там, артхаус, это не коммерческое кино, говорили, поэтому как бы отказывались. Ну, конечно, благодаря вот Сахафильму вот этот проект удался. А что дает участие в кинофестивалях создателям фильмов, которые, вот, ну, кроме профессиональной оценки жюри, не просто вот мы приехали с фильмом «Царь птица», нам сказали, какие вы молодцы, дали гран-при. Что еще дает? Ну, я думаю, конечно, вот все-таки это не только вот наша победа, да, вот, можно сказать, это все-таки победа все-таки всей вот якутской кинематографии, да, ну, сейчас в якутской кинематографии очень много ребят, которые молодые ребята, да, сами, ну, такой большой поддержки-то нету, они сами деньги находят и сами же снимают, ну, благодаря, конечно, вот какие-то двери открывать, я думаю, все-таки, да, все-таки это же престижный фестиваль, и ну, я надеюсь, что вот наше начальство, там, наше руководство будет больше обращать внимание в сторону якутской кинематографии и какие-то вот, так сказать, поддержка сверху может быть. А на ваш взгляд, сейчас, когда киноиндустрия в Якутии вот бурно развивается, на чем нужно делать все-таки акцент? На создании прокатных фильмов, масштабных или все-таки фестивальных, авторских? Или и то нужно постараться совмещать? Ну, я думаю, конечно, и то, потому что кино, она не должна быть, да, вот такая, вот четко должен быть коммерческий фильм или авторское кино. Ну, это у кого как сказать, все-таки это делает какие-то авторы, да, и они для себя решают, какой жанр выбрать, да. Если выбирают, допустим, коммерческий, почему бы нет, потому что все это же делается, это же, мы-то снимаем фильм для кого? Для зрителей же. Поэтому, ну, я думаю, что надо для зрителей делать разножанровые фильмы. Мы вообще-то живем благодаря якутской зрителю, да. Если якутского зрителя, ну, допустим, на наши фильмы, на якутские фильмы не ходили бы, мы-то у нас, допустим, большой кинематографии даже не было бы. Смотрите, продюсер фильма Сардана Савина считает, что сейчас необходимо определиться с системой поддержки фестивального кино. Вообще, насколько это затратно, вот, участие в фестивалях? Очень затратно, потому что участие даже вот в кинорынке, да, там, оказывается, еще какой-то взнос есть. Надо там это оплатить, какой-то там энная сумма, и потом участие в этом кинорынке, кинофестивале есть. Вот именно взнос очень дорогие, ну, очень дорогие, оказывается. Затратное дело. Надо, кто помогал? конечно. Или все сами? Ну, считай сами. Потому что даже вот у нас актер, главный актер Степан Петров, его как бы всей деревней провожали, да, что он поехал туда, этот фестиваль, там благотворительный концерт устроили, чтобы он туда к нам
фестиваль поехал. Ну, вот мы знаем, что ваша творческая жизнь начиналась в нашей компании, в НВК «Саха». Многие коллеги до сих пор работают здесь. Общаетесь как-то, советуетесь, может? После учебы, вот, если я работал в качестве оператора, и, конечно, друзья есть, я периодически прихожу в НВК к друзьям. Ну, вот Данил Еремеев, Владимир Малуков, Илья Петухов. Ну, к ним захожу иногда, Илья Иванов. Да, конечно, с ними как бы связь есть, с ними советуюсь, разговариваю. Несомненно, вот фильм «Царь-птица» в вашей творческой жизни уже стал определяющей, можно сказать, судьбоносной работой. Что будет дальше? Есть ли что-то еще подобное, достойное еще одного Георгия? Может, что-то также лежит 2 года, пылится в черновом варианте? Нет, в черном вот, варианте пока ничего нет. Ну, а так есть проекты, которые достойные проекты. Я надеюсь, в связи с этим это наши проекты будет реализоваться. Ну, пока не буду рассказывать. 2-3 проекта есть. Просто ну, сейчас мы думаем, этот проект взять или этот проект взять. Ну, вот. Есть такие проекты. Где-то вот осенью будет пример. А почему осенью? Почему не раньше? Почему не сразу после фестиваля? Ну, фестиваль такая вот, правило есть такое, что поэтому сначала фестиваль должен участвовать, да, вот, в разных фестивалях, потом прокат. Ну, вот такая условие. Какой реакции вы ждете от якутских зрителей? Как вы считаете, будет ли, например, отличаться мнение зрителей от рецензий кинокритиков? Уже критики-то они вроде бы уже посмотрели, уже какую-то оценку дали, да. А так я волнуюсь от наших зрителей, да, потому что все-таки, когда вот переводишь на киноязык, она чуть-чуть другой взгляд появляется, да. Поэтому, конечно, я волнуюсь, как они будут оценивать. Но так не было, там, скажем, наши зрители, я не знаю, вот. Ну, посмотрим, как будет, да, оцениваться. Эдуард, пожелаем вам удачи, во-первых, в других международных кинофестивалях, ну и, конечно, в критике наших якутских зрителей. Да. Это была программа «Актуальное интервью». Гость студии был Эдуард Новиков, режиссер фильма «Царь-птица», триумфатора Московского международного кинофестиваля.